И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. Сегодня в программе установлена личность предполагаемого террориста и арестован подозреваемый. Генпрокуратура озвучила новые факты по взрыву на территории АГТРК. На пороге сезон мандарин. Минсельхоз озвучил прогнозы на урожай. Ушел на 100-м году жизни. Скончался Хакибей Айба. Как мы уже сообщали, Сухумский городской суд принял решение об аресте Адгура Курсанте, подозреваемого в причастности к организации покушения на убийство депутата парламента Кана Кварчия. Адгур Курсанте был арестован в рамках уголовного дела, расследуемого столичной прокуратурой по факту подрыва, произошедшего 17 октября на территории Абхазской государственной телерадиокомпании и квалифицировано по статье 198 Уголовного кодекса Республики Абхазия «Терроризм». 17 октября прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по факту взрыва, произошедшего утром того же дня на территории Абхазского государственного телевидения. В ходе расследования, как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, установлена личность подорвавшегося преступника, гражданина Российской Федерации Сергея Тарасенко, 1971 года рождения. Установлено, что его преступный умысел был направлен на умышленное убийство депутата Народного собрания Кана Кварчия. Парламент Республики Абхазия решительно осуждает данный террористический акт и расценивает его как попытку дестабилизации государственной системы страны. Об этом, в частности, говорится в распространенном сегодня заявлении парламента. Народное собрание выражает озабоченность в связи с попыткой совершения террористического акта в отношении депутата парламента Абхазии. Народное собрание призывает правоохранительные органы республики использовать все средства и методы в соответствии с действующим законодательством в целях скорейшего установления всего круга лиц, причастных к организации покушения на убийство депутата парламента Кана Кварчия. В ближайшие дни Комитет Народного собрания по обороне и национальной безопасности проведет слушание по данному факту с приглашением генерального прокурора, министра внутренних дел, руководства службы государственной безопасности. Рауль Хаджимба поздравил президента Республики Никарагуа Хосе Даниэла Ортеги Сааведры с переизбранием. Ваша победа на выборах – это гарантия доверия людей к вам как к политику и как к человеку. Вклад Республики Никарагуа в процесс международного признания Республики Абхазия неоценим. Сегодня отношения между Абхазией и Никарагуа находятся на пути динамичного развития, отметил в частности в своем поздравлении президент Абхазии Рауль Хаджимба. Президент Рауль Хаджимба принял сегодня мастера спорта СССР, победителя чемпионата мира по самбо среди ветеранов Бориса Богателия. Репортаж Сарис Мор. Принимая мастера спорта СССР, победителя чемпионата мира по самбо среди ветеранов Бориса Богателия, президент Рауль Хаджимба отметил, что на счету у спортсмена не одна победа на международных чемпионатах, и он продолжает соревноваться, несмотря на свой возраст. Глава государства также подчеркнул, что успехи, которых достиг в спорте Борис Богателия, служат достойным примером подрастающему поколению. Иӡагьаԥхьаа абарҭ узҿу аусқәа рҿы аихьӡарақәа алаԥан сгәы иаанагоит, имаҷӡам уара иааирақәа иааугахьоу Аԥсны ахьӡ ҭызго азыҳәан иахьатәи ҳаиԥылараангьы даараӡа иҭабуп анасҳәап. В свою очередь Борис Богателия поблагодарил президента за прием. Спортсмен рассказал, как проходили соревнования в Хорватии, и отметил, что не планирует останавливаться на достигнутом. Международный турнир проводится в Питере. Я в прошлом году тоже выиграл этот турнир. В декабре буду бороться по дзюдо. Я и дзюдо борюсь, и самбо. И после этого на будущее уже я и дзюдо сначала хочу бороться, на Европу хочу бороться. Это будет Греция. По самбо уже будет в Турции. Борис Богателия начал заниматься вольной борьбой по окончании школы. В 1978 году он переходит на другой вид спорта – самбо. И в 1982 году впервые становится мастером спорта СССР. Он множество раз выступал за сборную России, занимал призовые места. Но в 1984 году он оставляет большой спорт и начинает заниматься тренерством. Когда в 1992 году в Абхазии началась война, Борис Богателия, не задумываясь, пополнил ряд
ряды защитников Родины. Несмотря на тяжелое ранение, он участвовал в многочисленных операциях по освобождению Родины от оккупантов. В 2013 году вернулся в большой спорт. Среди мастеров-ветеранов выступает за сборную России. Трехкратный победитель международных турниров по борьбе самбо и дзюдо, трехкратный чемпион России, чемпион мира среди ветеранов. И сейчас Борис Богатели продолжает успешно выступать на международной спортивной арене, прославляя Абхазию своими победами. Сариас Марбислач Хинджерия, Абхазское телевидение. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия прокомментировали телефонный разговор вице-президента США Байдена с премьер-министром Грузии Квирикашвили, сообщение о котором размещено на официальном сайте Белого дома. В ходе разговора Байден, в частности, подтвердил поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ и осудил Россию за ратификацию соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной группировке войск. В МИД Абхазии считают, что регулярно повторяемые официальными лицами западных стран затертые пропагандистские фразы о территориальной целостности Грузии и международно признанных границах не изменяет реалии, сложившиеся в 1993 году после победы народа Абхазии в кровопролитной войне и закрепленные в 1999 году актом о независимости Республики Абхазия. В августе 2008 года Российская Федерация в полном соответствии с международным правом признала Республику Абхазия в качестве суверенного государства, что явилось важнейшей вехой в борьбе народа Абхазии за свободное самоопределение. Решение о заключении ратификации двусторонних договоров и соглашений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией являются исключительной прерогативой высших органов власти двух государств и не требуют одобрения со стороны каких-либо стран, в том числе и США, подчеркнули в МИД Абхазии. После тяжелой продолжительной болезни на 100-м году жизни скончался Хакибей Кажевич Айба, известный общественный деятель Абхазии, герой социалистического труда, ветеран Великой Отечественной войны. Несколько десятков лет Хакибей Айба руководил колхозом села Лохны, который стал одним из самых передовых в Абхазии, во многом благодаря ему. Хакибей Айба избирался депутатом Верховного Совета СССР 8, 9 и 10 созывов. Был депутатом Верховного Совета Абхазской АССР. Хакибей Айба награжден многими орденами, в том числе и боевыми. Указом президента он был награжден орденом Ахмедзапша 2-й степени. В связи с кончиной Хакибея Айба распоряжением премьер-министра Абхазии Беслана Барциц создана правительственная комиссия по организации похорон во главе с вице-премьером, министром внутренних дел Асланом Кубахи. Похороны Хакибея Айба пройдут во вторник, 8 ноября. 10 декабря состоятся досрочные выборы депутатов парламента Абхазии по Сухумским городским избирательным округам номер 1 и номер 2. Центр избирком зарегистрировал 2 инициативные группы по выдвижению кандидатами в депутаты парламента. Ахра Визба по избирательному округу номер 1 и Эдуарда Хашба по избирательному округу номер 2. Регистрация политических партий, избирательных объединений, инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты проводится до 20 ноября. Выдвижение кандидатов в депутаты до 10 ноября. Регистрация кандидатов в депутаты с 10 ноября по 30. Досрочные выборы назначены в связи с досрочным сложением полномочий депутатов Даура Аршба, округ номер 1, и Аслана Кубахи, округ номер 2. Буквально через 10 дней в Абхазии начнется сбор урожая мандарин. Несмотря на то, что в этом году цитрусовый урожай попортил клоп-вредитель, по предварительным данным планируется собрать более 29 тысяч тонн. Традиционно в ноябре в Абхазии начало главного трудового сезона. Мандариновые сады есть почти в каждом хозяйстве. По предварительным подсчетам рабочей группы при Министерстве сельского хозяйства в этом году планируется собрать и реализовать более 29 тысяч тонн цитрусовых. Это больше прошлогодних показателей почти на 300 тонн. Вредители были, но они, к счастью, были не во всех районах. Но, тем не менее, даже при тех, это уже всем известный был клоп, это было такое обнаружили. Это, кстати, тоже впервые практически мы обнаружили, что на цитрусовых деревьях это появилось. И при всем при этом объем ожидаемого урожая идет с плюсом.
При поддержке президента Рауля Хаджимба в этом году запускается пилотный проект по заготовке тары. Уже завезено дорогостоящее оборудование, благодаря которому можно будет изготавливать пластиковые ящики для перевозки цитрусовых плодов. Только за одну смену оборудование позволяет выпускать до 500 единиц тары. В один такой ящик помещается около 20 килограмм продукции. ООО «София» на базе этого хозяйства установили это оборудование. Почему даже на базе? Это потому что у них, во-первых, позволяла и площадь, у них свои кары, все, там и сортировочная линия. Также есть организации, которые завозят и бумажную тару с логотипом, там цитрусы Абхазии или абхазские мандарины, и бумажные есть, и пластиковые, но также сохранились есть и деревянные. Деревянные просто сегодня не востребованы. Что касается перевозки цитрусовых плодов через абхазо-российскую границу, то с этим проблем не будет, убеждены в Министерстве сельского хозяйства. Перевозки проблем на границе нет. Те люди, которые вывозят цитрусы за пределы республики, они платежи производят, это карантин, они там получают соответственные сертификаты, соответственные документы. Это карантин, госстандарт, карантинная инспекция имеется в виду, и торгово-промышленная палата. И то это очень незначительные, там, если говорить суммарно, это незначительные такие расценки, которые они оплачивают. С целью ознакомления объемов производства сельскохозяйственной продукции на днях в Абхазию прибывает представительная делегация из Россельхознадзора, которая пробудет здесь около недели. Мы будем показывать им все наши, не только по цитрусам, а в основном их интересует, вы помните, были случаи, когда с вывозом томатов, то есть помидор, были проблемы, были проблемы с пересечением на границе, с перевозом. А вот сейчас они приезжают, кстати, по всем этим вопросам. Сегодня главная задача аграриев – успеть собрать и реализовать до января. Спрос на один из главных атрибутов новогоднего застолья в последние дни декабря традиционно увеличивается. В ближайшие дни распоряжением Кабинета министров будет установлена закупочная цена на цитрусовые плоды. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. И в конце выпуска, как обычно, о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем 21-23 тепла. Температура морской воды плюс 17. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.